Добрый вечер, Максим Леонардович. Добрый вечер. Сен-Миссис. Максим Леонардович, тема этой недели, и не только этой недели, это отставка главы Чувашии Михаила Игнатьева. Что это, на ваш взгляд, было? Были целые группы тех, кто хотел его убрать оттуда и поставить туда, очевидно, своего какого-то человека. Но при этом надо, конечно, быть осторожнее и внимательнее. Вот я не знаю точно, что это за сцена, где он вручал ключи. Но я думаю, что начальник, который публично может даже иронически, даже в шутку так относиться к тем, кто ниже его по статусу, этот человек не может быть начальником. Это моя личная позиция. Это какой-то гоголевский персонаж. Если тебя судьба вознесла на руководящую позицию, то проявляй уважение к людям. Как и Ментимир Шарипович, допустим, всегда, понимаете, там, или, допустим, Юрий Михайлович Лужков. Да, вот есть люди, у которых мы учились этому. Президент Владимир Владимирович Путин. Можно сказать, что он там человек свободный, но разве мы можем себе представить, что вот эти люди с вершины своей власти, а глава региона это очень большая власть, вот так будет к тем, кто ниже. Гоголевщина. Поэтому мне кажется, что ему надо обдумать свое поведение и понять те ошибки, которые он допустил на этом посту, и в частности, это вот это внутреннее вот ощущение, что ты, знаете, такой царь, как бы, такой царь горы. Ну, вот жизнь поправила. Другая ключевая тема, которая обсуждалась на этой неделе и будет, наверное, обсуждаться на следующей неделе, это поправки в Конституции. Не слишком ли мы быстро взяли с места карьер? Уже появилось там огромное количество поправок. Нужно ли отстаивать вот фундаментальные ценности в Конституции, основополагающие статьи, преамбулу тоже? Потому что уже звучат такие предложения, чтобы заменить в преамбуле словосочетание «многонациональный народ России» на «многонародная российская нация». Насколько это целесообразно? Это, во-первых, это не мы взяли, а взяла высшая власть, такой темп. Я-то как раз считаю, что если бы мы взяли курс на внесение в Конституцию поправок, то необходимо было бы в масштабах всей страны проводить совещания, сделать конституционное собрание какое-то серьезное, в котором были бы представители не только партий, но и субъектов Российской Федерации. Теперь его позиция высказана Вячеславом Никоновым. Она для меня просто неприемлема на 100%. Мне очень жаль, что внук Вячеслава Михайловича Молотова, одного из тех, кто как раз создавал государство равных прав для всех народов, а это была принципиальная позиция Вячеслава Михайловича Молотова. Вот что предлагает Никонов? В чем я знаю очень хорошо Никонова, это очень умный, тонкий, опытный политик с огромным опытом. Стало быть, он озвучивает предложения, которые существуют. Понятно, что это не он там в кулуарах, там, думая. То есть это не спонтанный какой-то, не случайно? Не спонтанно, а это продолжение политики, которая ведется сверху. И по отношению к которой я, не боюсь этого сказать, нахожусь в оппозиции. Что такое многонациональное? В русском языке они играют легкостью этих слов. У нас нация понимается как этнокультурная, а этнокультурная как национальная. Люди не очень понимают, что это такое. Хотя классическое определение nation – это политический субъект истории, нация, которая имеет этнокультурные признаки, не обязательно, кстати, язык объединяют. Выработалась позиция, которую я целиком и полностью принимаю, что каждый народ имеет право на то, чтобы сформировать свою нацию, свой политический субъект с историческим самосознанием, с языком, с мифологией какой-то культурной, национальной и так далее. Потом эти нации свободные объединяются в единый союз, как это случилось в Советском Союзе. Ни один человек в Советском Союзе не был ущемлен по национальному признаку. А такое изменение Конституции, оно фактически... Оно уничтожает просто путь, который прошли наши народы, и в частности татарский народ за 20 век. Оно уничтожает наследие Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля, джадидизма. Оно уничтожает борьбу, которую вела татарская интеллигенция вместе с русской интеллигенцией за эту субъектность. Это в целом опасно и для России, и для ее федеративного устройства. Прежде всего для русского народа. Вообще позиция власти, что мы опираемся на русский народ, и что мы должны русский народ сделать в Конституции как государство образующим. И поэтому у меня есть разногласия по этому вопросу и с моими
сторонниками на левом фланге, потому что это такая позиция, она для меня неприемлема. Эта позиция противоречит ленинской позиции, во-первых, который ясно говорил, что мы не будем навязывать никакому народу. И поверьте, Ленин татарский народ имел в первую очередь в виду. Он сам у вас тут вырос, он прекрасно знал татарский язык, он прекрасно знал культуру татарского народа, уважал и любил татарский народ. Русский язык нельзя навязывать народам меньшим по численности. Наоборот, надо помогать изучать свои языки. И, конечно, федерализм является единственным залогом мирного и нормального будущего. Возвращение к формату империализма, когда есть власть, есть как бы народ, который как бы на который власть опирается, то есть русский народ опять должен быть жандармом по отношению к другим народам. И все остальные народы, которые должны быть благодарны русскому народу и высшей власти, она просто неприемлема. Это гибельная позиция. Поэтому я не могу ее поддержать. Поэтому я поддерживаю федерализм, я поддерживаю межнациональные отношения, я поддерживаю развитие национальных культур и продолжение того курса истории, который и лежал в фундаменте советского проекта и лежит в фундаменте сегодня находящегося под такой атакой федеративного проекта. Альтернатива ему пока не предложена реальной. Предложено только неприемлемое будущее. Спасибо большое, Максим Леонардович, за вашу позицию и за участие в нашей программе.